Первый километр водопровода уже проложен. Всего предстоит проложить 14 километров новых полипропиленовых труб диаметром 225 миллиметров вместо старых железных. Вот уже почти месяц 12 рабочих с утра до вечера и даже днем в самое пекло трудятся на участке дороги Каман-Яштуха. Задействована также техника, 3 экскаватора и КАМАЗ. Работы проводит фирма «Сенс». С насосной станции с колодца мы ведем трубы в Яштуху. С Яштухи спускаемся и по Школьной будем подниматься по всем домам. Будем отводные колодцы ставить. Общая протяженность 14 километров. Срок у нас положения этих труб 3 месяца. Идем по графику, без отставания. Никаких проблем нет. В траншею глубиной более метра, чтобы не повредить трубы, перед и после их укладки засыпают песок, так как местность здесь каменистая. Вода в трубе будет поступать от насосной станции в Каманах, где стоит резервуар водоизмещением 600 кубических метров. По словам депутата Народного собрания Левона Галустяна, на реконструкцию водопровода по инвестиционной программе выделено 22 миллиона рублей. Наблюдая масштаб начатых работ, Левон Галустян выразил уверенность, что в скором времени вода у жителей села Яштуха в домах будет. В настоящее время мы видим, что интенсивно ведутся ремонтно-восстановительные работы, завезены новые трубы, выкапывается траншея, ведутся очень серьезные основательные работы, которые дают основания полагать, что буквально скоро жители села смогут пользоваться водой. Нужно отметить, что старт ремонтным работам был дан во время посещения села президентом Республики Абхазия Раулем Хаджимба, и на встрече с активом села Яштуха Сухумского района было сказано о том, что в самое ближайшее время работы начнутся. По проекту прокладку 14 километров трубопровода строители планируют завершить к концу сентября. Похоже, многолетняя проблема сельчан нашла свое решение. И недалек тот день, когда из кранов в каждом доме польется чистая питьевая вода. Амрамич Бабислан Джинжолия, Андрей Аухат, Абхазское телевидение.